Мы постараемся ответить на вопрос, как открыть свой стартап в Кремниевой долине, в Калифорнии. Если вы при этом из Кыргызстана. Да. И мы сразу должны сказать такую вещь важную. Мы стартап только открываем сейчас сами. То есть мы на самом деле еще мало чего добились такого, чтобы мы могли вот так вот с умным видом рассуждать о том, что нужно для того, чтобы открывать стартап в Калифорнии, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть план. У нас есть хороший план, и мы уже как бы здесь, в Калифорнии. Поэтому что-то рассказать уже можем. И давай, наверное, все-таки объясним вообще, что мы под словом стартап подразумеваем. Мне кажется, Ренат очень хорошо умеет это объяснять. В принципе, стартапом можно назвать абсолютно любой бизнес, который только начинается. Но когда мы говорим стартап, мы имеем в виду высокотехнологичный масштабируемый стартап. То есть это стартап, в котором для масштабирования используются какие-то технологии. То есть если, например, ваша компания растет, приобретает все больше и большее количество клиентов, это не обязательно сопровождается пропорциональным ростом затрат. Господи, как ты сказал-то? Давай объясним людям, что такое масштабирование. То есть в качестве примера можно привести, их примеров тут миллион. Например, возьмем сервис типа Airbnb, который как раз зародился где-то здесь. Изначально он начинался с того, что этот сервис позволяет любому человеку сдавать свою квартиру приезжающим в город туристам. И он как раз таки организован таким образом, что изначально, я думаю, что этот сервис работал в какой-то очень ограниченной географической зоне, когда те, кто изобрели его, пытались понять, как вообще такое должно работать. Но постепенно он стал масштабироваться таким образом, что в принципе сейчас квартиру сдавать через Airbnb можно практически во всех странах мира. И при этом рост коллектива, который работает в этой компании, был совершенно, конечно же, не в тех пропорциях, в каких был рост пользователей, которые через этот сервис сдают свои квартиры. Дальше, следующее. Что очень важно сделать, это, собственно, найти ту идею, которую вы собираетесь воплощать. Идея вашего стартапа это не просто, что вот у меня есть такая крутая идея, там что-то такое замечательное придумал. А идея должна фактически представлять собой ответ на вопрос, зачем ваш стартап нужен людям, почему они без него не могут обойтись. Один из способов найти ту идею, которую вы хотите воплощать, это для себя, наверное, определить такой примерно список тех вещей, которые вас безумно бесят, безумно раздражают, как явление. То, что вы хотели бы поменять, то, что вы хотели бы улучшить. Скажем, в нашем случае мы хотим улучшить то, чтобы СМИ с любой практически точки мира могли освещать события в любой другой точке мира. Не просто события и явления. И даже скорее явления, да. То есть нас стали раздражать в какой-то момент следующие вещи. Первое, что освещение событий международных, как правило, осуществляется только каким-то очень маленьким процентом вообще СМИ всего мира. Второе, это то, что когда иностранные журналисты, например, приезжают в тот же Кыргызстан или в любую другую страну мира, они приезжают на очень короткий срок и не очень хорошо, мне кажется, понимают все нюансы того, что происходит в нашей стране, например. А денег они при этом тратят просто уйму. Собственно, вот эту проблему мы решили с помощью нашего стартапа каким-то образом искоренить. Или хотя бы ее просто снизить. И поэтому наш сервис, он рассчитан именно на то, чтобы СМИ могли себе находить съемочную группу в любой точке мира и потом через интернет в режиме реального времени этой съемочной группой в день съемок управлять по-настоящему. То есть видеть, что конкретно сейчас снимает оператор, и видеть, что конкретно делает журналист, подсказывать журналисту и оператору в ухо, что им нужно дальше делать. А если у вас есть пока идея, вы должны начать создавать прототип. И как нужно создавать прототип? Вы должны постоянно ориентироваться на ваших клиентов. И ориентироваться на ваших клиентов, это не значит, что вы ждете, что вас похвалят или вам скажут: ой, какая там классная идея, или очень какая плохая идея скажут. Например, когда мы в Кыргызстане к многим людям подходили с нашей идеей, все говорили: вот какой-то бред там, не сработает. Приходим в Штатах ко всем с нашей идеей, почти все говорят: о, супер идея, обалденно, классно, ребята, вы такие молодцы. Мы, честно говоря, и те, и другие ответы игнорируем. Мы говорим: если вам нравится идея, давайте пользуйтесь, платите деньги. То есть то же самое, когда вы создаете свой прототип, на максимально ранних этапах нужно
постараться уже его продать вашим потенциальным клиентам. То есть, если они вам, даже при том, что он работает в 50 или там, в 70% случаев, начнут платить какие-то деньги, это говорит о том, что ваша идея жизнеспособна. То есть, понимаете, если на вот таком раннем этапе вы не найдете 2 человек, которые вам именно как клиенты готовы заплатить деньги, то, скорее всего, на более позднем этапе вы не найдете десятки и сотни тысяч людей. Ну, то есть, короче, вообще не найдете. Да, никого не найдете. Если изначально никто не захочет Вот. за это платить. И понимаете, может быть, те люди, которые вам заплатят деньги, они скажут: вот, нам очень понравилось, нужно поменять то-то и то-то. И тогда вы точно знаете, в каком направлении работать. Вам уже не нужно распыляться, не нужно тратить свои ресурсы. Ну, теперь переходим к калифорнийской части. Собственно, почему вообще Калифорния? И нужна ли она вам? На самом деле, совсем не обязательно. То есть, то, что мы находимся в Калифорнии, связано с тем, что для нашего стартапа, как мы решили, это будет отличным способом стать как раз-таки максимально успешным как можно быстрее. То есть мы считаем, что, знаете, надо, когда вы спрашиваете, нужна там Калифорния вашему стартапу или что-то нужно вашему стартапу, это неправильный вопрос. Нужно говорить, нужна ли Калифорния вашим клиентам. Нашим клиентам она нужна, потому что Кремниевая долина — это одно из редких мест в мире, которое притягивает постоянный такой мощный медиа-интерес СМИ со всего мира. И при этом риск быть застреленным здесь, он есть, но он намного меньше, чем где-нибудь там в Сирии или в Ираке, вот, или там еще где-нибудь в каких-то горячих точках. И здесь интернет есть. Ужасный, конечно, но в целом как бы есть. Приезжать сюда стоит однозначно, по многим причинам. Во-первых, Калифорния — это очень красивый штат. Здесь находятся замечательные города, и здесь очень классно ловить вдохновение. То есть, как мы вам советуем вообще поступить? Во-первых, понятное дело, что вам нужно понять, как уже до этого мы говорили, нужна ли Калифорния вашим клиентам, и настолько ли это критически необходимо вам здесь находиться. Даже если вы поймете, что она не нужна, мы все равно вам настоятельно рекомендуем сюда хотя бы раз в жизни приехать. Просто потому что это такое место, где вас, если вы собираетесь сделать высокотехнологичный стартап, масштабируемый потенциально там, на весь мир, здесь вас поймут лучше всего. Здесь вам дадут наилучшие советы. Здесь вы встретитесь с людьми, которые действительно, возможно, смогут вам каким-то образом поделиться, во-первых, своим опытом, потому что здесь людей с опытом подобным очень много, и подсказать, куда двигаться дальше. У нас была такая поездка в Калифорнию в 2014 году осенью, и мы встретились здесь с очаровательными людьми, которые нам очень много чего сказали и очень ценным опытом с нами поделились. Так вот, но еще один важный компонент все-таки, если вы решили, что вам в Калифорнию ехать нужно, и особенно если вы решили, что вы все-таки ваш стартап будете начинать здесь, то, конечно, невероятно важным компонентом будет изучение английского языка. Нет, подожди, неправильно говоришь, совсем неправильно. Чего? Ты говоришь, если вы здесь сюда собрались. Неважно, собрались, не собрались. Ну да. То есть, понимаете, если вы хотите мутить... Я сказал, особенно если вы собрались. Нет, ну тут совершенно неважно, собрались или не собрались. Короче, английский надо в любом случае. Да, если вы хотите хоть что-то делать, что будет иметь хоть какое-то значение, нужно английский знать. В принципе, я думаю, что сегодня без английского языка человек лишается просто настолько огромного количества возможностей. Человек настолько сужает сразу возможность своего кругозора. Вот, ну, опять-таки, если вы все-таки хотите получить вдохновение именно в Калифорнии, именно побыть в Кремниевой долине какое-то время, понять, подходит она вам или нет, у вас есть замечательный шанс. Мы, наверное, на лето будем брать себе стажеров за очень такую скромную плату. Вот. И если вы хотите стажироваться именно в нашем стартапе и как раз-таки в качестве журналиста еще взаимодействовать с кучей высокотехнологичных компаний, которые здесь базируются, вы можете просто на нашей странице в Фейсбуке оставить, которая где-то там внизу указана у нас, титр. Да, сообщение, и мы обязательно на него ответим. Все? Все. Okay, that's over. Ух.
Oh shit. How long was that? It was extremely long.